Изношенные, потрескавшиеся и прогнившие полы пришли в негодность. Вот что приходится видеть каждый день ученикам. Кабинетов на всех не хватает, и школьники вынуждены учиться в 2 смены. Кроме этого, в школе отсутствует спортзал. Уроки физического воспитания проходят в актовом зале. Здесь дети совмещают и спортивную, и творческую жизнь. За 44 года система отопления в здании не обновлялась, поэтому школа обогревается частично. Это не позволяет в полном объеме использовать все кабинеты для учебного процесса. Отопление само функционирует с момента открытия детского сада в свое время, сейчас школы, и ввиду естественного износа, скажем так, требуется замена, капитальный ремонт системы отопления. Сотрудники Госкомнадзора и местной администрации осмотрели учебные кабинеты и актовый зал. Заверили, реконструкция будет проведена. Реализовать все задуманное планируют за счет средств федеральной казны. Мы в ФЦП просим включить реконструкцию школы с целью увеличения мощности, минимум на 100 еще человек, и строительство спортивного зала в рамках этой реконструкции. И сразу же, конечно же, с ремонтом системы отопления, вентиляции. Также председатель Госкомнадзора встретился с лидерами общественного мнения и с имамами Советского района. Провел прием граждан в администрации поселка. Султания Сидакаева, Магомед Нестуров, телеканал Миллет.